продолжаем цикл интервью, посвященный 30-летию Победы. Говорим об информационной войне и работе дипломатов во время войны. Герой этого выпуска – журналист Виталий Шария. Виталий Валерьянович, спасибо большое, что согласились вспомнить, рассказать о событиях 30-летней давности. Как журналист вы находились, можно сказать, в эпицентре вот такого информационного фронта. Вам пришлось из заместителя главного редактора, можно сказать, стать военным корреспондентом. Так уж сложилось, но информационная война началась до начала войны. Давайте вот мы начнем вот с этого ваш рассказ. Как вы стали участником информационного фронта? Действительно, в современном мире почти все войны сопровождаются информационными войнами, может быть, даже все войны. И обычно эти информационные, начинаются еще до начала реальных боевых действий. Во время обострения грузино-абхазских отношений в 1989 году, еще весной, там, грузинские преподаватели, студенты из АГУ хотели отделиться и создать филиал Тбилисского университета. Было очень много споров на эту тему, голодовки тут всякие и прочее. Приехала комиссия из Москвы депутатов Верховного Совета СССР. Они здесь встречались с людьми, делали свои выводы, потом они опубликовали свое заключение, что это не нужно делать, что должно остаться как и было. Газета на грузинском языке, выходившая с отчета Абхазети, напечатала, то есть она собиралась печатать это заключение, как и все остальные газеты в Абхазии, которым, это были органы обкома партии, но они хотели добавить туда дополнение, свое послесловие, что это не имеет юридической силы, это заключение, и, пожалуйста, желающие, продолжайте подачу документов на прием в этот филиал ТГУ. И вот в той ситуации 2 дня, 13 и 14 июля, около 400 абхазов блокировало этот цех печатный, где должно было это печататься. Тогда газетная типография находилась вот там, где сейчас посольство России в Абхазии. В последние дни войны она сгорела. Там мы ночью печатали все эти газеты. И вот так информационная война, уже превращалась в какие-то реальные действия. После этого, естественно, все государственные СМИ, они не освещали эти события, дабы не обострять снова ситуацию. Но это мы здесь, в Абхазии, а были еще газеты в Грузии, в Тбилиси. Была такая газета «Молодежь Грузии» на русском языке, довольно популярная. И вот они спустя какое-то время, несколько месяцев, напечатали огромную статью про эти события. Естественно, все с точки зрения грузинской, все однобоко. Я работал тогда заведующим отделом политики Советской Абхазии. Ответить как-то здесь в нашей печати было невозможно. На это не пошли бы. И у меня родилась такая идея обратиться в эту газету «Молодежь Грузии» с предложением: а давайте устроим диалог.
Я готов приехать в Тбилиси. Там я выбрал какого-то сотрудника этой редакции, который, как сейчас помню, Бесик Уригашвили. Ну, вроде бы такой толковый парень, неплохо что-то там писал. И вот я представлял, что мы сядем и как бы начнем диалог. Он свои аргументы, я свои аргументы. Позвонил в Тбилиси, договорился с редактором этой газеты, поехал в Тбилиси. Дискуссии не получилось, мы остановились на том, что вот хорошо, я приезжаю сюда, какие-то свои делаю свою часть, он делает свое, потом как-то это все совмещаем, и все. На этом я послал туда все. Но потом я понял, что они не могли же сказать, нет, нам этот диалог не нужен. Конечно, нет. Они как бы, Формально делают вид, что... да, все, пожалуйста. Но я потом представил себе, это и не то, что у нас, а в Тбилиси появляется публикация, где абхазская точка зрения доводится до всей этой аудитории, а там же миллионы читателей, ну, миллионы населения Грузии, да. Я просто представил, какой там был бы скандал. И они поэтому вот такую вот затеяли игру. Это вот начало, так начиналась информационная война. Ну, информационная война реально шла. Это была такая вот неудачная попытка какую-то публикацию сделать. А там, кроме этого, было, конечно, очень много. И вот мне запомнилось больше всего, как уже после этого в Тбилиси вышла такая книга «Правда об Абхазии». Небольшого такого формата, черного цвета, авторы, писатели Миминашвили и Панджикидзе. Гурам Панджикидзе был такой известный советский писатель, даже в масштабах СССР. И вот, ну, естественно, они все то же самое, озлобление, вот и после этих событий 1989 года, наши здесь, абхазская интеллигенция, очень хотела ответить тоже книгой на это. Ведь это не просто так, как сейчас там где-то что-то вышло. Мы входили в состав Грузии. Эта книга сюда поступила, 1000 экземпляров. Распространялась в киосках «Союз печати». И вот решили, было собрание, я помню, там, в Народном форуме, что делать, как. И вот вызвались, ну, я вызвался, и чтобы был историк там какой-то, Гурам Гумба, ныне здравствующий. И вот мы написали публикацию, ответ, все по полочкам. Ну, с книгой не вышло, и решили напечатать. В Советской Абхазии, конечно, это не взяли, это однозначно было. Вот. Напечатать, а уже выходили газеты Айтгалера и Единения, Народного форума Абхазии. И вот эту статью там напечатали, конечно, она здесь получила положительный отклик, все. Это вот один из примеров того, как шла эта информационная война. Война меня застала, как неудивительно, в Гагре, где, значит, отдыхал в отпуске в санатории имени Челюскинцев. И потом пришлось уже Гагра быстро была захвачена грузинами, вы это знаете, с помощью десанта морского. И мне пришлось выбираться оттуда на мотоцикле с коляской. И так я оказался в Гудауте и приступил к работе. Помню, там был в нашей редакции такой Георгий Гулия-младший. Я помню, он меня встретил там
но с выходом из отпуска. Но на самом деле, вот вы говорите, что из главного редактора пришлось переквалифицироваться в военного корреспондента, там ничего не приходилось. Все это совмещалось, потому что сколько нас там было? Но это же условия другие совершенно работы. Журналистика в мирное время и Нет, это понятно, но я говорю, сколько нас было? Нас было, но абхазцы туда вот, которые выбрались, редактор Виталий Чимагуа, я, Заира Цвижба, наш корреспондент. И еще был такой Владимир Цвижба, который в редакции не работал в Республике Абхазия до войны, но был газетчиком с опытом. Владимир Цвижба. Ну, по сути, ведь и все. Мы выходили на базе районной типографии. Кстати, ленотиписткой у нас была Фируза Чимагуа. Выезжала на линию фронта, надо было что-то писать такое вот с боевых позиций. Кстати, своей машины у нас не было, всегда приходило на помощь абхазское телевидение. Ах, вы едете на передовую? Да, ну возьмите меня. Ну вот так обычно было. Половина рабочего времени у меня, наверное, уходила, вот помимо этой редакционной работы, на работу на российские печатные издания. Ну вот я помню, что первая моя публикация, она была, как раз я описал то, как выбирался на мотоцикле с коляской из Гагры в Гудалуту. Все это, естественно, вез, кстати говоря, какой-то Менгрел из Зугдиди, который отвозил семью в Адлерский аэропорт, и потом не знал, как добраться. И он ехал на вокзале, он остановился, а там стояли люди, которые хотели выбраться. Есть одно место, поехали. Никто не поехал, а он просто боялся. один ехать. Один ехать. И тут мы доезжаем, значит, до грузинского поста, а он начинает с ними на грузинском, они так посмотрели, так, в коляске в этой, гранаты не везете, ничего не везете, ладно, поехали. Поехали дальше, доезжаем до абхазского поста, и тут уже кто-то меня узнает, а мы вот виделись там на Лыхна, что была и так далее, да, я говорю, ну все, поехали. Вот таким образом. Где-то он вам помог, где-то вы ему. Ну, это, кстати, было и в 89 году. Описание этого, ну, был у меня друг там, благодаря, может, этому, заведующий отделом публицистики «Огонька». «Огонек» был очень популярный журнал тогда. И я просто-напросто сидел в Гудауте и диктовал свой текст машинистке в Москве, а она набирала этот текст. Вот так, ну, благодаря каким-то вот дружеским связям. Ну нам для чего, Виталий Валерьянович, это нужно было? Почему мы так боролись за российскую аудиторию тогда? Да, Почему? конечно. А почему нам важно было это? Потому что российская аудитория была такая вот, как я и описал, отношения изданий разных. Российская аудитория была очень разная. И это зависело от многих факторов. И просто от человеческих каких-то отношений. Кто-то ездил в Грузию, там с кем-то дружил, да? Кто-то в Абхазию. Я помню, десант такой приехал. Сперва они сюда приехали, в Сухум, оккупированный, потом к нам. Я уже не помню всех, но это был десант российских таких публицистов. И вот помню одну известную российскую журналистку, которая объясняла, ну вот мы все понимаем, ваши проблемы, но с точки зрения России
если там начнется сепаратистские движения, но они действительно кое-где были, вы представьте, во что превратится Россия. Это как швейцарский сыр в дырках, да? Вот я больше нигде не встречал эту мысль, но вот она такое говорила. И я думаю, что не только она так рассуждала. Вот. И, ну что в итоге, вот если вернуться к тому, с кем я там сотрудничал, ну, литературная газета была наша. И я там напечатал, ну, наверное, 3-4 за войну большие публикации. Одна, помню, называлась «Абхазия – это Абхазия». В журнале «Юность» взяли с удовольствием мой очерк, он назывался, значит, «Сезон кровавых дождей». У нас люди, вот не только журналисты, которые работали профессионально до этого, но там, скажем, был поэт Вячеслав Читанава, он как-то так сложилось, он на BBC, значит, какие-то материалы поставлял, репортажи. Еще кто-то еще. Ну, в общем, это была такая дружная как бы работа, потому что, ну, отлынивать там как бы вообще никому в голову не приходило. Это была наша судьба. Я помню, в начале еще войны Эдуард Шеварнадзе где-то высказался так. Ну вот мы проигрываем информационную войну. Вы меня опередили, я как раз хотела спросить, это действительно произнесенная им фраза Нет, это, конечно, произнесенная им фраза. или легенда? Нет, почему? Это я помню прекрасно. По-моему, он тогда чаще всего выступал на радио по понедельникам. У него был вот эфир, и поэтому такая шутка родилась, что это самый радиоактивный президент на территории да. Нет, это было, конечно, но некоторые наши коллеги восприняли это так, что вот Шеварнадзе нас похвалил. Хотя я, например, понимаю это совершенно по-другому. Конечно, он не вникал в работу там абхазских журналистов, грузинских журналистов. Он, как и большинство людей, а тем более политиков, рассуждал таким образом: ну мы же правы, Грузия, да? И тут вдруг он сталкивается с тем, что вот там где-то не воспринимают, там где-то их осуждают. А на самом деле это было просто элементарная логика. Слишком много было аргументов на абхазской стороне, чтобы как-то по-другому люди воспринимали. Мы вот на этом фронте сражались, я думаю, прежде всего, потому что мы были на 100% уверены в своей правоте. Мне, кстати, запомнился один эпизод, ну, уже после войны, что-то вспомнилось сейчас. Я выезжал туда для того, чтобы там книгу «Абхазская трагедия» выпускать, потому что в какой-то момент, вот уже летом... И об этой книге надо немножко сказать вот нашим зрителям тоже. Да. Это книга, которая родилась во время войны. Это одно из первых вообще свидетельств войны, материал, который вы собрали во время войны. Она была готова еще в августе 93-го года. Совершенно верно. В какой-то момент я почувствовал, что, ну, наверное, не только я, что не только телевидение, не только публикации в печати, нужна еще и какая-то уже книга, да? Причем, естественно, я не знал, когда и как закончится война, но просто она была нужна. Я помню совещание, которое я проводил с журналистами Энвер Кабба, вице-премьер Абхазии. И вот он говорит что-то вот в таком духе: а не пора ли нам замахнуться на книгу?
Ну, я встаю и говорю, я ее уже почти написал. И после этого, ну как, в условиях Абхазии ее печатать было негде. И я отправился в Сочи, сдал там в типографию. Ну, естественно, шли переговоры там в том же правительстве, чтобы какие-то деньги найти, оплатить. И вот она была уже практически набрана. И тут начинается сентябрь, наступление Абхазии. Я понял, что надо написать завершающую главу. Я ее быстренько написал в сентябре. То есть нет, что я говорю, не в сентябре, конечно, уже в октябре, после победы. Написал, отвез, значит, в Сочи, ее тоже набрали, вставили. Она где-то уже в ноябре 93-го года вышла. Я помню эту книгу, я помню вот свои ощущения, я помню, как люди передавали ее друг другу. И вот она, значит, ну это первый завод. Ну, она большим тиражом была издана, фотографии, тут все. Но потом мы решили напечатать еще один завод. Это, и он вышел уже в начале 94-го года. Того нет у меня, но вот мы добавили туда фотографии, которые уже после войны сделал фотокорреспондент Виталий Кецба. В основном он для этой книги давал фотографии. И вот это значит там вот, где было захоронение, возле нынешнего Сухуммаркета, да, абхазские бойцы в братской могиле похоронены. И вот женщина узнала своего сына, вот такой он. И эта фотография пошла, вот этот второй завод, значит, в эту книгу. Ну, прошли годы, и оказалось, что это бабушка. Ее звали Александра Амиркечба. Бабушка моей будущей жены. Виталий Валерьянович, вот, несмотря на все тяготы, которые и вам, и всем участникам вообще информационного фронта, жителям республики пришлось пережить в те годы, но все равно люди, вспоминая это время, говорят, что это было временем где-то и, может быть, счастливым, потому что была надежда, временем надежд, многие называют этот период. Вот вы как назвали бы этот период войны? Ну, надежды, конечно, были, безусловно. Временем Надежды. объединения. Я бы назвал временем единения, потому что вот сплотился народ. Нет, ну как, сейчас не будем. Некоторые сейчас уже, особенно из молодых, им кажется, что прямо все как один. Были, естественно, разные люди, которые и там где-то... Да, как всегда в жизни, но их как-то особо не замечали. Они что-то, значит, как пел вот этот наш бард Анатолий Алтайба, что они где-то там для Родины крутим дела. То есть зарабатывали тоже свою, так сказать, вот мы вносим свою лепту. Ну, по-разному все было. Сейчас невозможно вот так разделить всех. Но вот было действительно единение и было понимание, что необходимо победить. Я думаю, это понимание и привело, конечно, к победе, несмотря на все преимущества той стороны. Кстати, потом, когда анализируешь уже пройденное, да, мы видим, что везде ведь такие, как нас называют сепаратисты, они выходили тогда победителями.
потому что сражались вот за свое, за то, где они живут, за могилы своих предков. Ну, так было и в Приднестровье, и Южной Осетии, в Нагорном Карабахе. Тоже так было. Ну, потом там, конечно, другие времена наступили. Хотя они все равно остаются на своем, на своей земле, Нагорный Карабах. Так что это, наверное, какая-то закономерность. Но с другой стороны, в чем секрет вот этой стойкости? Ведь борьба сама иррациональная, потому что абхазский народ противостоял миллионной Грузии, не имея регулярной армии. Даже 4 миллиона. Я, кстати, сопоставлял тогда вот такие цифры, что абхазов, ну, живущих в Абхазии, в 40 раз меньше, чем грузин, а грузин в 40 раз меньше, чем русских. Вот такое соотношение. Ну вот я говорю, это и закономерность, но в нашем случае тут был какой-то еще и блестящая сама по себе такая вот какой-то сценарий всего этого, да, то есть осетины сражались, но они как-то вот до войны 2008 года, ну, в те времена, они как бы так вот отбивались. У нас это все произошло в течение года с небольшим и закончилось. Ну, вот таким и действительно победой чудесной и огромным провалом грузинской стороны. Того, что в других местах, вот, о которых я говорил, такого все-таки не было. Вот это, наверное, тоже привлекает внимание, заставляет нас и гордиться, и помнить. Виталий Валерьянович, спасибо вам большое, что нашли время вспомнить события. С удовольствием. Эти времена действительно вспоминаешь. Вот с удовольствием, как что-то такое тяжкое, но что-то, о чем действительно хочется вспоминать.